А в Хангаласском районе огнеборцы своими силами построили пожарное депо. Личный состав пожарной части номер 7 села Улахан-Ан в количестве 10 человек приступил к стройке еще в 2016-м, а уже в следующем месяце этого года они отметят новоселье. Подробнее о том, как все начиналось и как велась стройка, расскажет Виолетта Засимова. Старое здание пожарной части было, пожалуй, одним из самых ветхих в селе Улахан-Ан, ведь его построили еще в годы войны в 1941 году. Худо-бедно здание эксплуатировалось до 2016 года, пока с головного учреждения не выделили новенькую пожарную машину «Урал». В старый гаражный бокс она не вместилась. Тогда в результате переговоров с наследной администрацией было решено строить новое здание пожарной части. С 2016 года начали. С июня месяца. Вот сначала гараж построили, потом с 2017 с июня тоже коронное помещение начали. В первую очередь машину, чтобы построить. Да, в первую очередь машину надо было. Но готовность 98%, тепло есть. У нас котел газовый, изнутри все покрашено. Осталось тогда 2%? Осталось только 2% там. Вот как видите, заваленки-то надо прикрыть и изнутри плинтуса. Площадь новой пожарной части составляет 110 квадратных метров. Здание деревянное, обшито снаружи профлистом, внутри гипсокартоном. Гараж по параметрам полностью подходит под новую автотехнику. Стройматериалы были предоставлены наследной администрацией и народным депутатом от Хангаласского улуса Алишем Мамедовым. У нас единственный практический спонсор лицея генерального директора Якутцемента Мамедова Алиш Забит Аглы, который никогда нам не отказывает, идет в помощь, как говорится, с добром к нам всегда подходит, да? Помимо села Улахан-Ан, в этом году ремонт пожарного депо силами личного состава произвели и в соседнем селе Булгуняхтах, чтобы также подогнать гараж под новую автотехнику. Сложилась тенденция, когда огнеборцы не доверяют строительство своего второго дома, так они называют пожарную часть, стройбригадам, а предпочитают возводить своими руками. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.